Да, вот на днях президент Туркменистана Бердымухамедов снял с должности главного прокурора республики. Я с улыбкой это говорю, просто это очередная жертва тирании или диктатуры Бердымухамедова. Вы... Самое главное, что мы говорили об этом. Да, говорили. Только мы предполагали, что это будет после Азиады. Но, видишь, он решил опередить. Чего он испугался, непонятно. Ну, по одним причинам, якобы он не собрал те налоги, которые должны были заплатить местные бизнесмены разного уровня. То есть прокуратура должна была заняться поборами. Поборами, да, взятками, поборами. Это он не сделал и не выполнил вовремя, поэтому он его снимает. А другим, значит, понятием это, что до нас дошли некоторые там сообщения, что он якобы не выполнял все, что требовал от него Бердымухамедов в плане как преследования нелояльных, или не скажу, что оппозиция нет, ну, нелояльных людей по отношению к Бердымухамеду и его личной власти. Вот. А телефон же прослушивает. Еще со времен Ниязова в Туркменистане, в этом дворце Ниязова, установлен, значит, прослушивающее устройство, привезенное из Германии, сделано фирмой Siemens. Он, сидя дома, прослушивает все телефоны всех своих подчиненных, в том числе всех министров, силовиков, кого угодно. Ему не надо от кого-то, чтобы доносчик был, он их всех прослушивает. Поэтому их всех заселяют в те дома, где уже установлена прослушивающая аппаратура. Вот где-то, видимо, этот прокурор что-то нелестно сказал или отозвался. Может быть, такое тоже. Ну, а сама тенденция, вот это вот то, что происходит, вот при Ниязове тоже Назаров, значит, был задержан, значит, Хоронбердыевым, так, прокуратурой. В конце концов, Атаджанова говорила, что она пальцем будет ковырять землю, лишь бы он ее не посетил. Она до сих пор сидит в женской колонии. Что это за тенденция такая? Что происходит? Ну, у диктаторов всегда была вот методика такая управления государством, что разделяй и властвуй, или испугай и властвуй. Они вот рукой, допустим, председателя КГБ или КНБ снимают, значит, главного прокурора или следят за ним. Потом рукой же новоставленного прокурора снимают с должности председателя КНБ. Потом они оба объединив снимают министра МВД. Или же это министра внутренних дел, или же обороны. Вот таким образом он противопоставляет каждого министра против другого. Вот за последние 22 года ни разу не было случая, чтобы все силовые министры, их 4, чтобы сидели за одним столом, пили чай или решали какие-то вопросы, которые стоят перед республикой. А Ниязов и Бердымухамедов специально делают так, чтобы они друг с другом не общались, а следили. Вот результат этой слежки, постоянная ротация кадров. Но вот эта вот ротация кадров, она как бы уже, так сказать, проторенная дорожка. И вот эти вот ребята, в принципе, молодые ребята, им сейчас, ну, кому-то 40, кому-то 50. Ведь они осознают, что они обречены. Их все равно посадят. И всех, до единого, руководящий состав, их всех посадят, и они попадут куда? Они даже не будут сидеть на золотой семерке. Они не попадут в другой режим, они будут в Авадан-Депе, и они не увидят ни амнистии, ничего. И сроки у них будут очень большие, потому что им накрутят все. И там какую-то несуществующую коррупцию, даже если она была или не была, это не важно. Но все это вот представляется на людях таким образом, что вот он весь такой справедливый, и вот он весь такой вот, значит, окружен таким пафосом, цветами, все, он, скажем, у него не лучшая дикция, да, когда он говорит «она» там или там так, предположим, это, скажем, это все вот на людях это выглядит, весь этот пафос, как хвост павлина. Но, как сказала одна умная женщина, любой хвост павлин заканчивается обыкновенной куриной жопой. Что по этому поводу? Это Фаина Раневская. Фаина Раневская, умнейшая женщина была, да. Так вот, чем заканчивается это не только для руководителей, это же ведь и для народа. Народ, так сказать, у самого корня хвоста. Ну а вот эти вот руководители,
скажем, прокуратура МВД, это же нукеры, ближайшие нукеры, ну они прям при делах все, это же... И вдруг заканчивается вот так вот. Что об этом можно вообще сказать? Ну, они же как вот, понимаете, вот начиная с Ниязова и заканчивая сегодняшним днем при Бердымухамеде, из высшего руководящего состава Туркменистана поменялось более 1000 людей. И они не просто с работы ушли, они все посажены. Они погибли, они пропали без вести. Ну нету никого, который бывший министр сейчас бы жил на пенсии спокойно и ходил бы, допустим, скажем, посещал общественные места. Вот мы говорим, покажите их живыми, это более 100 человек. Но Бердымухамедов, как он обскакал своего предшественника? Естественно. Просто тот судил при народном. Ошибка была Ниязова, он говорил, кого судил, а этот сажать, не говоря кого. Вот мы знаем, на сегодня, вот он снял генерального прокурора. Но он не сказал об остальных 11 прокуроров, прокурора городов, областей, районов. Но еще кроме этого Туркменатлары, Амнаев, Да. это тоже очень интересная история. Мы уже с полгода начали эту историю, когда мы обратились с петицией о том, чтобы... Мы обратились с этой петицией, чтобы остановить уничтожение национальной культуры коннозаводства, и что нужно обратиться к ЮНЕСКО по поводу, значит, чтобы это было заявление о том, что это материальное культурное наследие мирового значения. Через полгода, значит, он заявил об этом. Но заявил, как будто это его личная инициатива. Ну вот теперь еще, кроме этого, когда уже усилилось давление со стороны мировой общественности относительно проблем в коневодстве, в капучинском коневодстве, он снимает руководителя Амнаева. Это парень, который, я его помню, что он был заместителем, помощником Хакима Апайта. Он был, видимо, в системе КГБ. Язгельда Атаев. Как вы думаете, где он сейчас? Там же. Тоже в Вадан-Депе? Это потому что эта тюрьма расширялась не для таких бедолаг, как мы с вами, не для простых людей. Ну, я попал туда, я там... Ну, вы были министром. Я говорю, не для простых людей. Не для простолюдинов. Нет, это именно для комсостава, для руководителей республики разного ранга, чтобы оттуда они бесследно исчезли. В лучшем случае их труд вернут родственникам, а то никого нет. Ну, а что же интересно народ-то? Вот как же он будет смотреть на это? Ну как наш народ? Вы сами знаете, что за 22 года правления диктатуры наш народ уже не знает, где искать ему себе защиту, кому пожаловаться, чтобы на издевательство со стороны местных и верховных властей. Кроме Аллаха у людей не осталось ни одной надежды. На земле нет защиты для простого туркмена. Ну, скажем, такое простое, элементарное, то, что пришло в этот свет раньше, чем человек, слово. Если люди не будут жалеть своего слова хотя бы, если они будут говорить о том, что есть такая проблема, если они скажут себе, мне, еще кому-то, это может жить. Мало того, оно может дать свои плоды. И мы можем говорить об этом. Значит, у народа осталась какая-то возможность, не говоря о том, что народ имеет право. Народ имеет право халкан хаквар. 100% народ имеет право, потому что Туркменистан принадлежит народу. Его богатство, его недра, все принадлежит народу. Но по воле случая это все досталось за последние 25 лет двум диктаторам. Народ ошарашен. У нас нет политической культуры смены власти. У нас не было политической культуры построения значит, партий, движений. Ничего не было. При советской власти мы знали только КПСС. Других движений не было, ни альтернативных, ни других. И тут пас и заявляет, я падишах, я демократ. Да, я решу все ваши вопросы. Я падишах, но паспорт у меня от демократической партии. Да, все правильно. Но вы очень правильно сказали, да, народ имеет право. Народ имеет право. И потребовать от властей, значит, призвать их к ответу,
и для решения их насущных проблем. Если это не делать, то эта власть должна уйти. А чтобы у нас ушло, единственное условие, нам надо менять все-таки полицейскую систему. Пока это не поменяется, ушел, вот видите, не ушел, прошел Бердымухамедов. Один другого не лучше. Вот. Но мы систему должны поменять. Само вот назначение, прихода к власти, отношения, там, парламент, конституционный суд. Вот очень много таких вещей, которые нам нужно внедрить. Только это все связано с правами человека. И что другое. Если человек, если народ уже попал под власть диктатора, что он может сделать? Какой у него имеет право? Имеет он право как самое крайнее, вот это самое уже нужда или выход самый крайний, народ имеет право на восстание. Это написано, пожалуйста, в Конвенции прав человека. Это утверждена Организация Объединенных Наций. Это как самый крайний мер. Народ имеет право на восстание. А как будет восставать? Не против кого-то, против системы. Мы должны менять систему. Мы можем, завтра же он тоже невероятно уйдет, умрет Бердымухамедов. А кто придет? Сын его, внук его. Он уже на это сделал заявку. Мы же видим же. В ваших передачах на туркменском скакуне вы сами же тот день провели. Параллельно. Это же очевидно. И народ это видит. Но как вот эту цепочку прервать? Вот это, да, над этим вопросом все должны участвовать. Народ не должен молчать. Да? Первое условие, народ не должен молчать. Народ должен уметь сказать. Когда он скажет, тогда, когда одно слово, два слова, тысячи, миллионы слов объединятся, тогда это будет уже народное мнение. И мы сможем говорить, и не один человек, что народ имеет право, халкун ахла. Об этом наш великий Махтум Кулежа сказал, четверо тысяч Махтум Кулежа her ne bilenim, özüne kimlik aytman ölünüm. Saraşlap şağlap kömle bilenim, kendin tonkulara yadigar olur. И вот это и есть концепция. Конечно. Если каждый туркмен вникнет в суть этих слов, все, больше ничего. Как раз вот сейчас накануне вот этого праздника, так, Дни поэзии, Махтум-Кулей. Да, 19. Да, так что вот все к месту. Хорошо.